Чё вам, Дунвертяс? В этом ролике хочу рассказать об одном селе, которое находится в республике Коми и расположено на высоких холмах, где открываются красивые виды Коми-Пармы, живут хорошие люди и нет коронавируса. Речь пойдет о селе Иб. В переводе с коми языка Иб означает возвышенность. Летопись Иба начинается аж с 1586 года. Подробно о истории вам расскажет при посещении села Светлана Андреевна Тюрнина, человек, знающий и изучающий Иб. Она и была моим путеводителем. Я после педучилища отработала в Капкировском районе 5 лет. Потом мы поженились с мужем и переехали в Сыктывдинский район. Был такой поселок, но он еще существует, Новое Ипатово. И там мы прожили, наступила перестройка, и мы рванули в более лучшее место. Я была директором школы, сказали, что через 2 года школу закроют. Я уже перед пенсией. Я говорю, давай-ка мы с тобой будем искать. Путешествуя по республике Коми, понимаю, что наши предки обладали вкусом и толком при выборе мест своего жилища. Иб не исключение. Относительно недалеко река, но в то же время высокие холмы не позволяют затоплять село во время половодья. Также с высоты открываются несколько десятков километров простора Коми земли. Любуйся, не налюбуешься. Ну не может быть такого, что вот такие места и пропадут. По-любому будут жить. Я тоже так думаю, да. Придет такое время. Придет. Это ведь и весной-то все обихожено. Люди приезжают, работают на огородах и все. Вот постоянно не живут. Как вы могли заметить, Иб принял современность. И как-то искусно сохранил старину. Это было основной причиной моего посещения села. Текстовай. На. Визит в Иб был связан с поисками локаций для моего нового фильма. Для фильма нам нужен старый коми-дом с необшитыми комнатами внутри. Таких домов в Ибе много, но не во все зимой пройдешь, снег глубокий. В поисках дома нам помогла знакомая Светланы Андреевны Валентина Александровна. Но мы ищем дом, в который можно было бы зайти и этот рассказ снять. Там я тебе вышлю, прочитаешь рассказ. На коми тебе выслать или на русском? Какая разница? Оба вышлю. То есть На там... коме-то, если не на коме написали, так оно интереснее. Ага. Поговорив немного, нашли самый оптимальный вариант. Дом матери Валентины Александровны. И после обеда договорились съездить, посмотреть. Мои впечатления от села Иб. Без слов. Вы все это сами видели. Места живописные. Много старинных домов. Много храмов. По животным, говорят, в лесу очень мало животных осталось. Видимо, волки все съели. Я рад, что есть такие люди, как Светлана Андреевна. Написал ВКонтакте совсем недавно. Она говорит, да, конечно, приезжай, все организуем. Везде пройдем, посмотрим дома. Провела полную экскурсию села Иб. Сейчас мы зайдем к ней домой. Она хочет посмотреть репортаж про село Баркованск, который я снимал. А после мы поедем дальше. Село состоит из 13 деревень. Это и объясняет его протяженность. Хоть и дороги были свободными, но до дома мы ехали по холмам около 20 минут. Внешность дома мне сразу понравилась, а внутрь удивила еще сильнее.
Это был тот самый дом, который мне частенько снился во снах и который я рисовал на раскадровках. По раскадровкам это то самое печка. Ага. Да. Тут иконы даже есть. Ага. Вот иконы. Постирать. Печка ну, как раз позже, да. Сценарий куча смен печка. Așa băi, și comică, tane roci așa. Сценарий куча скова. А мне рочаща камера у вас, Милана. Та киркас, uci dai vășlăma. Uci dai dacă jut mam cuvșisne, mam yan leptis kиркас. Мы дарыбă, tu kиркас o târtăm. Ну, мне жаль было киркаса вузавна, потому что валитане кычу на мяна. Пăча совлись наставнес. И лăшиве мы тачам кирка. Кыча позже мужеемос, кыча позже вайлene гăștiasăs, vedem vicetlesne кыча важно олесне. Ну и менем кычка бытека ностальгия, потем варшаула мысли. Труд краеведов бесценен. Выражаю огромную благодарность всем, кто хранит историю Республики Коми. Если человек умирает одинокий, ну нет родственников или нет связи уже с родственниками, и такая интересная тоже картина получилась, что, ну это в перестройку, сейчас, мне кажется, этого уже нет. Сначала прошли те, кто искал какие-то богатства, там, может быть, драгоценные какие-то металлы или денежки, потом прошли те, кто металл собирал, все выгребли, а потом прошли уже мы, краеведы, забрав полотенца, какие-то вышивки, вязаные вещи, фотографии, письма, открытки. То есть то, что ценно для нас, что не представляет для большинства никакой... То есть богатства в них нет, но это память. Это вот то, что нужно хранить в душе. Приглашаю вас в Финугорский этнопарк. Благодарю за просмотр. Если понравилось новое видео, поделись с друзьями. Не болей. Удачи. Бомбим! Все, зашибись. А, нет коронавируса, снимет на мой глаз.